Ну, мы все, конечно, особенно вот, которые уже превращаемся в пожилых людей, продукт советского времени, коммунистические идеологии, и всех нас так обучили, что империя это плохо, это тюрьма народов, порабощение народов. Я вот однажды прочитал в одной центральной газете интервью Николая Алексеевича, когда давно уже было, лет 20, даже больше, наверное. Кто сказал, что империя это плохо? Это мне в голову запало, и сам подумал, видимо, вот от его мысли, и также потом и другую литературу прочитал. Ведь империи были это формы объединения самых разных народов, королевств, княжеств, да, в те времена возникновения социально-экономических связей, скажем, торговли, культурных общих обычаев. И эти имперские как-то вот эти связи, вообще след этих империй до сих пор остается нынешней человеческой вот цивилизации 21 века до наших дней. Вот. Народы бывших империй тянутся друг к другу, хотя раньше казалось, они воевали друг с другом, они могли ужиться друг с другом. Вот возьмем в Европе бывшую Австро-Венгерскую империю, да? Вот дунайские бывшие княжества или те славянские народы, Австрия, как бы тогда метрополия была, Венгрия метрополия была. И вот сегодня они так мирно ужились по своим, казалось бы, квартирам отдельным, но тем не менее их общность, какая-то вот бывшая имперская, может быть, дунайская такая общность, наоборот, в современных условиях как-то по новым формам возникает, оживает их культура, вот память об этом, как-то тяга к этим временам. И это используется по-разному во всем мире. Вот возьмем британцев. Они вышли из Европейского Союза, Брексит известный, да, потому что на самом деле они не могут ужиться, бывший такой имперский народ, как часть, скажем, маленькая, допустим, равная Эстонии или кому-либо, или там, Ну, поэтому они вышли и создают свою, вот как бы уже в новых условиях империю, вот, аукус, да, по всему миру. И у них потихоньку получается. Потому что какие бы раньше у них отношения не были, допустим, бывшими их колониями, даже с Индией, да, вот скоро коронация нового короля Карла III должна состояться. Тут у них возникают некие трения между Индией и Англией о том, что вот королева Камилла должна ли одевать вот эту корону, да, на которой вот, фигурирует известный всемирно алмаз Кохинур. Ну, казалось бы, у них эти противоречия, да, но на самом деле это их общее прошлое играет, вот как-то вот, до сегодняшнего дня таким образом. А если взять нашу страну, вообще, вот как-то я подумал о том, ну, как бы в метаисторическом плане, да, в плане старинных, феодальных, иерархических порядков, да, вот была Российская империя. Какое место мы занимали в этой империи? Мы состояли
Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве. Восточно-Сибирское генерал-губернаторство было разделено, создано, когда разделили Сибирское генерал-губернаторство, а Сибирское генерал-губернаторство это бывшее Сибирское ханство, да? Ханство по титулатуре российских императоров, как бы часть, составная часть их этих владений, вошедших в Российскую империю. Значит, мы входим как бы в Восточно-Сибирское ханство. В каком отношении? У нас был правителем Тыгын, да? Он, по-другому говоря, великий князь или принц, да, как переводят. Значит, Якутия представляет собой княжество, да? Или великое княжество, по-другому говоря. Вот. Ну вот, значит, у нас права у Якутии были в феодально-иерархическом порядке, равные, допустим, Финляндии, да, великому княжеству, или европейскому герцогству. И вот этот где-то сидящий в якутском народе метаисторическая такая сидящая память дошла 100 лет назад у нас в Якутии до создания республики. Республики же они создаются из таких самостоятельных довольно единиц, бывших княжеств, бывших королевств, скажем даже, да. Поэтому мы по праву создали республику и по праву стали составной частью новой Российской Федерации. И в этом плане вот эта историческая такая игра в мире, она продолжается. Вот сегодняшние события, как-то вот у Николая Алексеевича, что удивительно, да, меня вот поражает, он смотрит на события и на весь мир не сию, вот как бы, скажем, в угоду политики или как-то, а для него вот весь исторический ход событий, все те страны, которые существуют, те события вот, в Евразии, да, это, как бы сказать, не положительно и не отрицательно, а как бы совокупности. И поэтому вот его эти мысли иногда как-то парадоксально, казалось бы, его вопрос такой, кто сказал, что империя это плохо, да? Меня, когда довольно еще молодого человека, обученного всем ходом нашей советской научной школы, да, университетом нашим, очень-очень поразил. И, короче говоря, выводы можно сделать очень разные и всякие, да. Ну, еще хочу закончить свое выступление небольшое. Поздравляю Николая Алексеевича, Владимира Александровича, очень рад познакомиться. Николай Алексеевич наш корифей, очень большой друг нашего журнала, вот он помнил моего боевого заместителя, друга с юных лет Ивана Иннокентьева, которым мы совершенно с юных, практически 20-летних людей познакомились и по жизни вместе шли, работали. И вот мы публиковали на страницах нашего журнала, старейшего русскоязычного журнала нашей республики, в вашем переводе произведения Николая Алексеевича. И это меня очень радует, и этот вечер меня очень
Спасибо.